Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба. В начале выпуска коротко о главных темах. Благотворительный фонд «Ашан» объявляет сбор средств для 3 подопечных с диагнозом ДЦП. Во Дворце спорта имени Сергея Багапша открылся международный турнир по вольной борьбе среди юношей. Баграт Хутаба назначен спецпредставителем президента Абхазии по взаимодействию со странами Ближнего Востока. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжания. Президент Аслан Бжания поздравил с днем рождения российского телеведущего и общественного деятеля Владимира Соловьева с днем рождения. В Абхазии вы известны как горячий патриот и сторонник справедливого подхода к сложнейшим политическим вопросам. Ваша принципиальность и высокий профессионализм заслуживают самой высокой оценки, говорится в поздравлении главы государства. Аслан Бжания пожелал Владимиру Соловьеву благополучия, энергии и новых успехов в ответственной работе. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган и руководством Черноморэнерго реализацию госпрограммы по установке приборов учета, показатели собираемости платежей за потребленную электроэнергию и степень готовности Черноморэнерго к предстоящему зимнему периоду. Генеральный директор предприятия Тимур Джинджоля проинформировал о ходе реализации поставленных задач. Он также сообщил о нехватке автовышек, бурильных машин и материалов для текущего обслуживания и ремонта сетей, общая стоимость которых составляет около 500 миллионов рублей. По итогам совещания Александр Анкваб поручил подготовить перечень необходимой специальной техники и предложить источники финансирования. Заседание комитетов органов внутренних дел приграничных регионов Абхазии и России прошло в Гагре. По итогам встречи стороны подписали протокол заседания комитетов органов внутренних дел приграничных регионов, который позволит консолидировать дальнейшую межведомственную работу, сообщает пресс-служба МВД. Частный дом пострадал в результате пожара в селе Нижняя Эшера. Выгорели первый этаж дома и бытовые пристройки. Пострадавших нет. По предварительной версии, огонь вспыхнул в бытовой пристройке, а затем перекинулся на дом. В ликвидации пожара были задействованы 3 пожарных и 1 спасательное отделение ПСО по охране города Сухум и Сухумского района. Благотворительный фонд «Ашан» объявляет сбор средств для 3 подопечных. Шават Гуладзе, Левон Папазян и Александр Калинджан нуждаются в реабилитации. Подробности в репортаже Рады Чичава. 3 совсем юных мальчишек – Шабат, Александр и Левон – абсолютно разные, но их объединяет один общий диагноз, с которым каждый из них борется ежедневно – детский церебральный паралич. С историями мальчиков жители республики хорошо знакомы. Всем им в разное время фонд «Ашан» оказывал помощь в проведении операций и прохождении курсов реабилитации. Сейчас ребята активно проходят реабилитацию в восстановительном зале «Дар». Впервые родители Александра Калинджана обратились в фонд «Ашана», когда мальчику было всего 7 лет. Самая главная тревога родителей заключалась в том, что ребенок не мог самостоятельно ходить. Маленький Саша прошел курс обследования и восстановительного лечения, и результат не заставил себя долго ждать. Уже спустя некоторое время родители заметили положительную динамику. Отец Александра Калинджана рассказал, они проходят лечение больше 10 лет и больше всего хотят, чтобы их мальчику стало лучше. Благодаря курсу лечения у Аляса Демиршипа прогресс заметен уже сейчас. Очень мы благодарны тем, что мы попали к нему именно. И огромное спасибо хотим сказать и фонду «Ашана», тем, что они помогают нам реабилитировать ребенка именно здесь у него. Вот на сегодняшний день мы очень видим большие результаты. И вот в дальнейшем тоже пытаемся все дальше продвигаться вперед. Хотим поднять ребенка на ноги, конечно. Прогнозы вот на сегодняшний день, как мы понимаем, то, что видно, мы это все замечаем, потому что он постоянно с нами. Мы замечаем то, что все тихо-тихо идет вперед у нас. Вроде потихонечку начинает передвигаться, но пока еще, конечно, с трудом.
Александр Калинджан поделился, что самая большая мечта его ребенка – стать музыкантом. Саша учится играть на синтезаторе и надеется однажды посвятить себя музыке. На данном этапе мальчику нужно продолжать лечение и приобрести специальный корсет. Мечтает он фактически стать музыкантом. Это его мечта такая была. Вот. Тихо-тихо вроде пытаемся как-то тоже осуществлять, но пока еще не тянем. На синтезаторе потихонечку начинает играть все. Вот. Сейчас в данный момент ему лечение необходимо. Физическая нагрузка – это раз. Во-вторых, ему еще нужно корсет, жесткий корсет, чтобы выровнять ему спину. Семья Левона Папазян обратилась в фонд в 2015 году. Благодаря поддержке неравнодушных людей мальчик тогда был отправлен на госпитализацию в Институт медицинских технологий для развития мелкой моторики и увеличения активности рук. Левону были проведены операции на обе ноги, и предстояло крайне тяжелое восстановление после. Операция помогла убрать скрещивание ног и сильную спастику, но ходить самостоятельно Левон по-прежнему не может. Мы лечимся с рождения. Как узнали, что он у нас ДЦП, нам сказали в 2 месяца. И мы после этого лечимся, ходим на занятия, на процедуры всякие. Как начали ходить колясу сюда, заниматься с ним, можно сказать, мы очень хорошим результатом добились. Раскрыли ручки, расслабились ножки, стали какие-то шажки делать. Не самостоятельно, конечно, я помогаю чуть-чуть. И выпрямлять спинку. Раньше он такого не делал. Левону необходимо пройти реабилитацию в восстановительном центре «Дар». Мама мальчика поделилась. Вся семья надеется и верит, что Левон сможет ходить самостоятельно. Мы мечтаем об этом, чтобы он пошел хотя бы чуть-чуть самостоятельно, чтобы он сам за собой смог там что-то сделать. Не помогали, чтобы самостоятельно чем-то. Шабату Голландия всего 7 лет. Он непосредственный и веселый ребенок. Например, он очень любит смотреть мультики и заниматься в восстановительном центре. Семья маленького Шабата обратилась в фонд Ашана за помощью в 2019 году. Благодаря поддержке неравнодушных людей для Шабата был оплачен курс лечения в Институте медицинских технологий Москвы. А в начале 2023 года мальчику была проведена операция по закрытой ахиллопластике, благодаря чему уже сейчас заметна положительная динамика. Мальчик ходит самостоятельно, без посторонней помощи, но все еще нуждается в реабилитации и нашей с вами поддержке. Сейчас мальчишкам необходимо пройти очередной курс реабилитации в восстановительном зале «Дар». Благодаря всем ранее пройденным курсам лечения у ребят появилась положительная динамика, и останавливаться на достигнутом результате нельзя. Необходимо ежедневно заниматься со специалистом для поддержания достигнутых результатов. Мы с ними будем проводить двигательные функции, механотерапию, и в этом году еще добавляем иглорефлексотерапию с аппаратом УВТ. Ударно-волновую терапию будем проводить. Первые годы, когда они к нам пришли, дети пока не были настолько самостоятельно мобильны. После года реабилитации, как вы видите, как вы можете наблюдать, у Голландза Шабата есть результаты. Он уже самостоятельно ходит. Это его первые шаги самостоятельно и так далее. А с другими мы пока еще работаем. Даже несмотря на то, что Голландза Шабат у нас самостоятельно ходит, есть коррекционный комплекс, над которым нужно дорабатывать. Тут нужен комплексный подход с использованием дополнительных физиопроцедур. И, соответственно, на перспективу мы рассчитываем, что каждый из них пойдет, потому что у каждого из них есть что выделить в положительную сторону. Как рассказала Ляс Демет Шипа, ребятам на базе восстановительного зала будет проведена ударно-волновая терапия, которая помогает, согласно мировой статистике, 90% пациентов. Проводить терапию будет приглашенный специалист из России Валентин Вандышев. Работа очень сложная с ними, работа длительная, потому что данное заболевание и данное нарушение, правильно сказать, оно весьма долгосрочное. Поэтому перспективы, в общем-то, хорошие. Стоимость годового курса реабилитации и терапии Шабата, Александра и Левона – 1 205 000 рублей. Фонд Ашана объявляет сбор средств на помощь ребятам, и помочь им может каждый из нас.
Наши дети выезжали за пределы республики, где им была оказана высококвалифицированная медицинская помощь в разных клиниках России. Благодаря этим реабилитациям, курсам прохождения, то есть эти дети сейчас на таком уровне, что сейчас внутри Абхазии им можно будет оказать помощь, и их жизнь намного улучшится. У родителей этих детей нет возможности самостоятельно оплатить реабилитацию своих детей, потому что все ресурсы давно исчерпаны. Ежедневно они занимаются лечением своих детей, улучшением их состояния здоровья. В связи с этим обращаюсь к каждому, чтобы мы все вместе вновь объединились и доказали то, что мир держится на добрых и неравнодушных людей. Способы помощи Шабату, Александру и Ливону указаны в социальных сетях и на сайте благотворительного фонда Ашана. Давайте подарим ребятам мечту вместе. Рада Чачава, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. Минздрав Абхазии и Сеченовский университет заключили договор о сотрудничестве. В рамках договора планируется поддержка в организации обучения граждан Абхазии в ВУЗе по основным программам высшего образования, обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки в очной форме обучения. Участие Сеченского университета в оказании жителям Абхазии специализированной медицинской помощи в структурных подразделениях клинического центра вуза. Бутба и Глыбочка также договорились о выделении дополнительных квот для выпускников на медико-профилактический факультет по линии Россотрудничества. Сухумский офис ЮНИСЕФ передал республиканской больнице специальное медицинское оборудование. Для больницы приобретены транспортный инкубатор-вентилятор для новорожденных, портативный анализатор газов и химического состава крови, калибратор, система для взятия капиллярной крови и заглушки для капилляров. Сухумский офис детского фонда ООН планирует продолжать работу, направленную на улучшение качества услуг в сфере здоровья матери и ребенка в Абхазии, отметил глава офиса ЮНИСЕФ Оливье Тоне. Во Дворце спорта имени Сергея Багапша открылся международный турнир по вольной борьбе среди юношей. Турнир приурочен 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. В нем принимают участие более 130 спортсменов из Адыгеи, Воронежа, Сочи и, конечно же, из всех районов нашей страны. Турнир организован Управлением по делам молодежи и спорта администрации города Сухум. В церемонии открытия приняли участие заместитель главы столичной администрации Автандил Сурманидзе, советник президента по спорту Ахра Ашуба, мастера спорта по вольной борьбе, ветераны войны. Я хочу вас поздравить с началом этого турнира. Этот турнир будет, конечно, в Абхазии мощным турниром. Я хочу поблагодарить ребят, которые приехали сюда. Это Ростов, Адыгея, Сочи. Здесь находится еще много ребят, которые не первый раз борются на наших турнирах. Это наши ребята, которые здесь на турнирах побеждают. Спасибо тренерам, которые предоставили такую возможность нашим болельщикам. Пускай победит мир. В завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 21 и 22 октября на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 10-15, днем 21-26 тепла. Температура морской воды плюс 21. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.